Вам уже знакомы жанры музыкального театра, появившиеся в 20 веке – мюзикл и рок-опера. Главными особенностями этих произведений является музыкальный стиль, выразительные средства, которые используют композиторы. Мюзикл – это музыкально-театральный сценический жанр, в котором разные виды искусства предстают в неразрывном единстве. В мюзикле переплетаются диалоги, песни и музыка. Очень важную роль играет хореография. Мюзикл зародился в Америке. Первоначально он представлял собой довольно эклектичную смесь варьете, цирковых номеров, мелодрамы и комедийных интермедий. Все вместе это называли musical comedy – музыкальной комедией, поскольку это были развлекательные представления с незатейливым сюжетом. Содержанию спектакля тогда не придавалось большого значения. Но сегодня многие мюзиклы опираются на глубокий драматический сюжет. Их либретто создаются на основе высокохудожественных литературных произведений. Рок-опера – это музыкально-драматический жанр, стилистической основой которого является рок-музыка. Историческим предшественником рок-оперы можно считать мюзикл, но внутренняя содержательная направленность, идейная основа этого жанра другая. Она связана со стихийным бунтом молодежи против лицемерия и несправедливости, царящей в обществе. Музыкальной драматургии рок-оперы свойственны замкнутые номера – ария, монолог и хор в сочетании с лейтмотивным принципом развития. Используются разговорные диалоги, танцевальные эпизоды со специфической пластикой. Большое значение имеет сценография, спецэффекты, светотехника, эксцентрические декорации. На сцене вместе с исполнителями вокальных партий могут находиться ударники, гитаристы, клавишники и другие музыканты. В рок-опере объединились традиции оперного представления и экспрессия рок-музыки. В мюзикле танцевальное шоу и драматический спектакль. Но в современном музыкальном театре эксперименты продолжаются. Музыканты-профессионалы и простые любители музыки размышляют над вопросом, что же такое мюзикл, к какой музыке его можно отнести, к легкой или серьезной. Ведь в современном мюзикле звучит и оперная ария, и популярная эстрадная песня, а темы, которые затрагивают современные мюзиклы, давно вышли за рамки банального развлечения. Этот жанр живо откликается на все процессы, происходящие в обществе в целом и в музыкальной культуре в частности. Он постоянно развивается, привлекая все новых поклонников среди людей разных возрастов и профессий, разных характеров и музыкальных вкусов. И сегодня можно смело утверждать, что в мюзикле возможно все. Эндрю Ллойд Уэббер – известный английский композитор, который создал не только рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда», он является автором 13 мюзиклов, среди которых знаменитые «Кошки» и не менее известный спектакль «Призрак оперы». В России адаптированы многие всемирно известные мюзиклы. На сценах российских театров идут «Кошки» и «Чикаго», «Собор Парижской Богоматери» и «Ромео и Джульетта», многие другие мировые хиты. Но не меньшим успехом у публики пользуются и мюзиклы отечественных композиторов.
Народный артист России Геннадий Гладков – автор музыки к произведениям, любимым несколькими поколениями российских зрителей. На основе мелодий к фильму «Обыкновенное чудо» режиссера Марка Захарова композитор создал одноименный мюзикл. Волшебно, ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад. Совершенно. Приходит срок, и вместе с ним приходит страх, озноб и жар, восторг и власть, азарт и нежность, гнев и боль в один костер, в один пожар. Что за напасть? Из миража, из ничего, из сумасбродства моего вдруг продюсером мюзикла «Обыкновенное чудо» стал Алексей Иващенко, соавтор и продюсер другого российского мюзикла «Норд-Ост». Судьба этого спектакля – особая страница в истории жанра мюзикла в нашей стране. Алексей Иващенко и Георгий Васильев – невероятно талантливые люди. В советские времена они выступали как бардовский дуэт под ироничным названием «Иваси». Случилось так, что на исходе 20 века Иващенко и Васильев загорелись идеей поставить настоящий бродвейский мюзикл на российской сцене. Основой либретто стал роман «Два капитана» Вениамина Каверина. Сюжет этот полон романтики, героизма, веры в настоящие идеалы. Его главный герой, Саня Григорьев, еще в детстве становится хранителем тайны. Шхуна «Святая Мария» пропала в арктических льдах из-за плохой подготовки экспедиции. И мальчик вырос с мечтой найти следы пропавшего корабля. В его судьбе, как в зеркале, отразилась судьба нашей страны после революции. Годы разрухи, энтузиазм первых пятилеток, тяготы Великой Отечественной войны. Но испытания не остудили его отважного сердца, не изменили веры в торжество справедливости. Став полярным летчиком, он нашел следы Святой Марии, осуществил свою мечту. Мужество и целеустремленность главного героя, чистые, полные любви и верности женские образы спектакля, колоритные жители коммунальной квартиры, бравые летчики и мальчишки-беспризорники. Получился мюзикл, в котором собрались воедино такие родные и понятные образы, такие благородные и светлые чувства, такие эффектные и смелые сценические решения. Шутка ли, во втором действии на сцену садится настоящий самолет, а в финале из-подо льдов воскресает пропавшая шхуна. На мюзикл ходили по много раз с семьями, с друзьями. Фанаты приносили с собой бумажные самолетики, которыми забрасывали артистов после спектакля. Мы возьмем с собой из детства наше скромное наследство, неприметное для посторонних глаз. Наши детские заботы, наши драки и бойкоты, наш лактометр и наш гремучий газ, пару лягушек и копилку про запас. Капитаны собственной судьбы, это нас зовет сигнал трубы, это нам поднимать якоря и над морем паря обжигаться солнце. И 12 месяцев в году нам трястись сквозь радость и беду, нам греметь, словно звонкая медь, искать и ворот. Это был успех. Настоящий, честный и, главное, абсолютно свой. Гордость за свою страну, свою культуру была абсолютно осязаемой атмосферой, возникавшей в зале. Частичку этого удивительного приподнятого состояния уносил с собой каждый зритель. Не предавать И не сдаваться никогда. Друг сердечный, друг мой дорогой, знай отныне, я всегда с тобой. И пускай поменяемся мы, поменяется мир сквозь года прорастая, но 12 месяцев в году, знай, что я тебя не подведу, я тебя никогда не предам и в обиду не дам.
Целый год мюзикл «Норд-Ост» собирал аншлаги, а потом случилось страшное. 23 октября 2002 года здание театрального центра на Дубровке захватили террористы. 3 дня в заложниках они удерживали почти 1000 людей, среди которых были и зрители, и артисты. Вся страна с замиранием сердца следила за напряженными переговорами, а потом за спецоперацией по освобождению. В результате все боевики были уничтожены. Ну и среди заложников оказалось много жертв. Бандиты выбрали мюзикл «Норд-Ост» не случайно. Они надеялись нанести двойной удар. Мишенью стали не только люди, но и настоящая музыка, рождающая такие чувства.